21 марта основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, принял участие и выступил с речью в церемонии открытия выставки «История развития Таджикистана», которая состоялась на полях водной конференции ООН-2023. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе своей речи высказался об истории принятия в Таджикистане Декларации о государственной независимости и усилиях таджикского народа в период независимости на пути к восстановлению мира и стабильности, экономическому развитию. Целью организации выставки является представление образцов важных периодов истории таджикской государственности, богатой и древней культуры, красивой и неповторимой природы государства, богатых природных ресурсов, туристических возможностей, исторических памятников, искусства, ремесленничества и архитектуры цивилизаторского таджикского народа. После завершения выступления глава государства и гости осмотрели выставку «История развития Таджикистана» и уголок виртуальной реальности. Далее лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, принял участие с речью в церемонии вручения подарка правительства страны ООН. Подарок правительства Республики Таджикистан отражает важную роль и является символом значения искусства, укрепления мира и взаимопонимания между народами. Зубчатый венец является уникальной исторической находкой, относящейся к началу формирования таджикского народа, началу кушанской государственности. Имеет непосредственное отношение к этническому названию таджик. Эта достопримечательность также олицетворяет древнюю историю и богатое наследие таджикского народа, издревле мирно сосуществующего с другими цивилизациями и народами в духе мира и стабильности. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, заявил, что этот подарок также отражает всесторонние усилия и поддержку таджикским народам целей и ценностей Организации Объединенных Наций в направлении укрепления дружественных отношений между странами на основе уважения метода равноправия и самоопределения народов посредством истории, искусства и культуры. В этот же день глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, также провел встречу с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем, где были обсуждены вопросы сотрудничества Таджикистана с ООН и ее институтами, а также повестка дня водной конференции. Таджикистан готов вместе с ООН и ее государствами-членами прилагать совместные усилия для достижения целей устойчивого развития, устранения современных угроз и опасностей, обеспечения высших ценностей человечества, сотрудничество в области воды, изменения климата и его воздействия на водные ресурсы, предотвращение стихийных бедствий, развитие мощности по производству зеленой энергии, принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по 5-й инициативе Таджикистана по сохранению ледников стали одним из основных тем встречи. В ходе беседы были обсуждены вопросы постпандемического восстановления, экономических и финансовых кризисов, опасности и угроз терроризма и экстремизма. Относительно политической ситуации в Афганистане было отмечено, что Таджикистан поддерживает процесс доставки гуманитарной помощи населению соседней страны, и для этого наша страна направила все свои логистические возможности. 22 марта основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, на полях водной конференции ООН-2023 провел встречу с королем Нидерландов Вильямом Александром. В ходе встречи были рассмотрены перспективы сотрудничества между Таджикистаном и Нидерландами и вопросы водной конференции ООН по среднесрочному обзору целей международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, который состоится под сопредседательством двух стран. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о позиции стран в решении глобальных водных проблем, потеплении климата, таянии ледников, предотвращении и ликвидации стихийных бедствий, связанных с водой. Также были обсуждены итоги сотрудничества в политической сфере, межпарламентских отношениях, различных отраслях экономики, в том числе промышленности и новых технологий, сельском хозяйстве, инвестициях, финансах и торговле, гуманитарно-культурной деятельности, образовании и туризме. В качестве перспективных и приоритетных направлений сотрудничества двух стран были оценены сотрудничество в области транспорта, развития зеленой энергетики, переработки природных ресурсов, организация прямых маршрутов, создание совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству. После завершения встречи в присутствии глав государств был подписан меморандум о сотрудничестве между Республикой Таджикистан и Королевством Нидерландов. Меморандум подписали министр иностранных дел Республики Таджикистан и министр инфраструктуры и воды Королевства Нидерландов. На полях водной конференции ООН-2023 лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, также принял участие и выступил с речью в параллельном рабочем мероприятии под названием «Вода объединяет нас». Глава государства в своей речи отметил, что сегодня вопрос объединения мирового сообщества для решения водных проблем приобретает еще большую важность. Именно по этой причине Таджикистан на протяжении последних 2 десятилетий неуклонно продвигает вопросы, связанные с водой и климатом, играя эффективную
активную роль в глобальной повестке развития. Сотрудничество в водной сфере за последние десятилетия привело к тому, что страны, различающиеся с точки зрения географии, экономического развития, культуры и языка, прилагают совместные усилия для реализации целей, связанных с водой. Таджикистан и Королевство Нидерландов за сравнительно короткий период времени сделали очень многое для продвижения вопросов воды и климата. Глава государства отметила, что мы расцениваем это партнерство как пример сотрудничества и солидарности, особенно между развитыми и развивающимися странами, расположенными в верховьях и низовьях. В завершение лидер нации заявил, что мировое сообщество продолжит совместные усилия продвижения глобальной водной проблемы путем сотрудничества и взаимной поддержки, используя существующие механизмы для решения водных проблем во всех странах. Посвященный международному празднованию Навруз на полях водной конференции ООН-2023 в Нью-Йорке при участии деятелей искусств, певцов и танцевальных групп из Таджикистана для широкого круга жителей Америки состоялось культурно-массовое мероприятие. Нужно отметить, что Навруз – это прежде всего сплоченность всех народов и наций. В дни подготовки и празднования Навруза мы испытываем чувство признательности за то, что благодаря независимости и свободе мы получили возможность всесторонне и глубоко изучать наши древние национальные традиции, обычаи и обряды, в том числе Навруз, Садат, Тиргон, Мехргон и многое другое. В период независимости мы не только возродили наши древние праздники и обряды, но и достойно представили их мировому сообществу как явление общечеловеческого значения и ценности. Вот уже 13-й год Навруз, древний национальный праздник нашей страны и народов бассейна его цивилизации, отмечается в международном масштабе. Навруз, как и другие праздники наших предков, пропитан мудростью, философией и имеет громадное научное значение. Одно из величайших учений Навруза заключается в том, что он является объединяющим фактором и средством взаимопонимания разных народов и наций, что очень важно в сложных и запутанных условиях современного мира. Распространение и воспевание мудрости, знаний, любви и искренности среди людей, мира и стабильности среди народов и наций, радости и счастья всех членов общества являются сутью и животворящей философией Навруза, которая служила нашему народу и другим народам на протяжении тысячелетий. Достойно отметить, что эти особенности Навруза отражаются в сознании нашего народа, и люди признают и уважают таджиков как культурную и цивилизаторскую нацию. На часах 4 утра Бобой Дехкон разжигает праздничный костер. Вокруг него душанбинцы собрались вместе, чтобы встретить первые лучи солнца. Так встречали Навруз еще 5000 лет назад. После рассвета караван Навруза вместе с королевой весны направляются в каждый угол города и возвещают всем жителям о наступлении нового дня. В этом году на Навруз таджикистанцы отдыхают 8 дней, с 19 по 26 марта. В праздничные дни по всей республике проводят концерты, ярмарки и выставки народных ремесел. А в центральной площади столицы установлен самый высокий символ праздника – блюдо с суманаком. Его высота – 30 метров. По традиции на Навруз накрывают дастарханы, украшенные весенними вкусностями хавтин и хавчин. Основные угощения – это 7 ингредиентов и блюд, начинающиеся на букву «С», например, сабзи, суманак, сеп, также из буквы «Ш». Кроме того, здесь можно найти все виды национальных лепешек, молочных изделий, свежие овощи и фрукты и, главное, лакомство. Сегодня Навруз не только в Таджикистане, но и во всем мире отмечается. Навруз – это праздник весны и единства. В этот день мы собираемся вместе, приглашаем гостей к дастархану, прощаемся обиды. Мы желаем нашему Таджикистану благополучия, мира и достатка в каждой семье. Одеваются на Навруз ярко. Девушки и женщины надевают платья из национальных тканей от атлас, адраз и чакан. Мужчины надевают рубашки и чапаны с национальным орнаментом. Дополняет весенний лук тюбетейка, украшенная национальным узором попури. Что касается спорта, то празднование Навруз в республике всегда сопровождалось массовыми играми и развлечениями. В столичном стадионе проводится международный турнир по национальной вольной борьбе гуштингири. Это один из любимых видов спорта в народе. Стоит отметить, что в этом году национальная борьба гуштингири получила международное признание. Для участия в нем в Таджикистан приехали спортсмены из 26 зарубежных стран.
Я очень благодарен мэру города Душанбе, уважаемому Рустаме Эмомали и Федерации национальной борьбы Гуштингири за предоставленную нам возможность принять участие в мероприятиях высокого уровня. Я очень рад, что получил первое место. Спасибо Таджикистану за проведение такого турнира, за их теплое гостеприимство. Большой популярностью в дни Навруза пользуется и гребля на каноэ. Соревнования по этому спорту в праздничные дни стали традицией для жителей Таджикистана. В этом году в стране по этому виду спорта впервые проходит международный турнир. Чтобы завоевать звание лучшего, спортсмены приехали из соседнего Узбекистана, Казахстана, России, Индии и Таиланда. По словам организаторов, такие инициативы во время праздника Навруз объединяют народы, тем самым олицетворяет благополучие, единство, братство и взаимную поддержку.